Ребята, всем привет! Ну, в общем, очередной поход, ребята. Рыбалкой не называю, поход. Никак не могу закрепиться за рыбой в плане налима. Кто на канале видел, три выезда. Ну, налимчика мы поймали, понятное дело, но пока, ребят, рыбалкой особо не назовешь. 1 мая, всех с праздником, ребята, мир, труд, май. Раньше, в советское время, отмечали достойно этот праздник. Ну, а сейчас так. В общем, два события у нас. 1 мая, ребят, это открытие охоты. Всех охотников, ну, в моем районе, поздравляю с открытием. Для охотников это, ну, сами знаете, тоже такой же праздник. Сегодня по-любому будут люди заезжать. Уже заехали, с деревни выезжал очень много машин с прицепами, лодок побросали. В общем, кто-то поднялся. Кто-то спустился, кто-то поднялся. Все на свои местечки и так далее. Ну и мы дома не сидим. Приехали пробовать. Правда, ребят, после того, как я крайний раз выезжал по налиму, мы стояли на Весновке, кто смотрел. Вода скаканула, ребята, еще плюс 40 сантиметров, в районе метра даже поднялась. Соответственно, когда я ездил, еще было ниже. Сейчас еще вода выше и, блин, ждать надо, ребят, места, чтобы открылись, чтобы как-то можно было как-то разбрасываться и рыбачить. Я на знаменитом месте, ребят, одной из тоже любимых точек. Вот. Тут небольшой закуточек есть, как бы. Попробуем здесь. Попробуем здесь. Смотрю, тут много чего изменилось. Вот. Ну, место, ребят, классное. Налимное место. Одно из моих таких точек, на которых есть рыбка, ребята. Если до этого я катался так, плюс-минус там нашел одно место на обрывах, но там никогда не рыбачил. Здесь, ребята, 100% знаю, что налим есть, и могу с уверенностью сказать, что сегодня, ребята, 2-3 поклевки мы увидим. К бабке не ходи. Хотя, ой, как тут тяжко сейчас. Ну, попробуем что-нибудь придумать. Так что давайте, друзья. С 1 мая, майские праздники. Сейчас все, наверное, куда-то уехали. Кто на дачу, кто на рыбалку, кто на охоту, кто на шашлыки и так далее, в общем. Ну и мы, ребята, немножко бродим по тайге. Наслаждаемся природой. Пока весной, конечно, не пахнет. 6 градусов и ночью будет минус 3. Так что, в общем, тепла особо нету. Ну и вот сейчас град такой прошел. Тучка такая, град, такие градины. Давно град, кстати, не видел. Так приятно даже. Что-то вот он выпал, да и все, и растаял. Будем, ребят. Давайте за рыбалочку. Да, она особо сейчас не получается, но и места особо, ребят, нету. Вот проблемно-то что. Ну а так попробуем. Есть тут немножко места. Донки 2-3, наверное, поставим. Немножко по месту, ребят. Вот смотрите. Многие представляют, здесь такой пупок. И, в общем, свал идет. Ну и пляж где-то там. Вот. Небольшое открытое место. Здесь, ну, максимум 2 донки, наверное, я смогу забросить. Вот, и получается, там осенью стоял шатер у нас. Вот здесь мы кайфовали с архангельскими пацанами. Ну и сама полка, ребят. Собрал мусор. Такой старый. Всякие банки. Ну, пока травы нет, ребят. Пока они видны, я их забрал. Сожгу или увезу. Дровишки. Кто-то здесь был, точнее, я знаю, где здесь кто был. Да и с осени у нас тут оставались дрова. Вот. Ну и основное место, где обычно стоит МФП-4 берега, ребята. Вот здесь я ставлю берег, а обрушился нафиг напрочь. Прям наполовину. Вот так здесь стояла палатка, смотрите. Ну и вот отсюда побросаю. Ну, наверное, ну, здесь уже коряги. Вот тут эти ветки обрублю, вот эти, можно будет кинуть. Ну и все, в принципе, 4 донки. Там уже тяга, ребят, там не получится.
Больше нет места. 4 донки максимум. И то, скорее всего, не получится. Дрова есть. Попилю старые ветки обломанные. Вот. Так что за дровами не поеду. Костерок нам хватит. Утка, ребята. Сегодня я вообще взял маленькую палатку. Взял теплый спальник. Без печки, в общем, без раскладушек, как мы любим. Ну, в принципе, все. Так, немножко полянку подсобрал. Потому что здесь часто нахожусь. Вот этот мусор, он гниет, там толком не гниет. Нафиг он нужен. Сожгем, костер будет. Все за ночь. И бутылки горят, ребята, и банки горят. Сейчас банки такие, что горят. Вот. Ну, в целом, в принципе, как-то так. Палатку не знаю, куда-нибудь там, наверное, поставлю. Маленькая палаточка у меня, моя походная. Ну, здесь еще можно, в принципе, в кустах, но тяга, ребят, сумасшедшая. Понту не будет, они будут вот так сносить их. Даже мои тяжелые груза не помогут. Блин, что-то погода вроде... Там смотрел, там небольшой дождь. Вечер вроде как нормальный. Блин, дождь херачит. Кстати, по поводу палатки, ребят. Берега МФП-2, которую отдал на ремонт уже 2 месяца. До сих пор не сделали. Все пишут, не готово. К 8 мая вроде как. Странно, блин. Вроде как производство, да, вот, сделать ремонт палатки. Весь сезон, короче, у меня на смарку. В общем, как-то так. Да, снегиря можно таскать. Ну, что-то мне не нравится. Не как-то не мое летняя тема. А так тяга, ребят, ужас. Тут крутит. Как-то так. Сейчас, наверное, что? В первую очередь попилю дровишки вот эти всякие разные. Чтоб все было. Поставлю палатку. И будем готовиться к рыбалке. Гермосумки, ребят, это вещь. На улице дождь, а все сухое.
стоянка пойдет. Так, сразу дом поставлю. Вот такое более-менее ровное место. Сюда, на травушку. Взял маленькую, ребят, свою. Самая первая палатка. Помню, с супругой в спортмастере, да, наверное. Ой, ребят, я даже не помню. У меня еще дочки не было. Что-то какие-то баллы или там бонусы были. Взяли. Вот до сих пор, ребята, служат мне верой и правдой. Сколько я в ней спал, кайфовал. Вот. Такая, понятно, летний вариант. Ну, здесь брезентовое дно такое. Можно на сырое место какое-нибудь ставить. Москиточка есть. Вот. Верхний тентик есть. Кстати, не промокает. Вот. Ну и получается дуги. Собирается 3 секунды. Собирается, ребят, 3 секунды. Одна, правда, вот порвалась. Видите, тут как бы идет резинка такая. Вот. Насквозь. Насквозь бахаем. Спальник теплый взял. Зимний. Я думаю, не замерзнем. Так, если спать захотится. Утром тоже надо тут сиськи не мять, потому что с 10 начнется дождь. И он, ребят, целый день будет. До 7 вечера, что ли. Подождем, тоже неохота домой идти. Вот так, раз. Ух, там лист еще какой-то непонятный. Вот так. Раз. И второй сейчас насквозь. И все. Завязываем. Палатка готова. Ух ты! Бомбят, ребята! Хоть не скучно будет, а то тут постоянно один да один. Так, коврик, ребят, сразу приготовлю, чтоб этот сиськи не мять, как говорится. Топор нам нужен, ветки обрубать, подушку. Под голову, кстати, использую часто, ребят, жилет, бушлат, все в ход идет. Ну и спальник зимний. Спальник зимний, ребята. Пошла охота. Охота, брат, охота, брат, охота. Охота, брат, охота на охоту. Палатка, ребят, знаете, старая, но воспоминаний столько с ней, что она мне свои эмоции доставляет.
какие-то, знаете, теплые. Хоть она сейчас не по сезону еще, так скажем. Потому что холодно ночью. Но в таком спальнике-то я не замерзну. У меня спальников, кстати, ребят, очень много. На самом деле. У меня есть вообще выживальческие спальники. Тут, кстати, своя подушка встроенная есть. Еще вот эту. О, бомба. Бомба. Спальник подсохнет сейчас. И будет спальник, говорю, жилет подсохнет. И потом тоже кину его. Все, хата готова. Хата наша с края, как говорится. Утяжки я не утягиваюсь. Как бы ни к чему. А вроде как погодка-то разыгралась, ребят. Не знаю, там правда все синее. Ну, облачка. Тучка прошла. Блин, неохота дождя, конечно. Так хотя бы ночку спокойно. А уже с утра уже там без разницы. Охота возле костерка посидеть. Но струя, ребята, бьет сюда, конечно, ужасно. Моет этот обрыв, моет. С каждым годом все падает, падает. Скоро сравняет, наверное, вот так. И не будет вот этого места. Такие дела. Обрублю вот эти кусты, чтобы можно было доночку поставить еще. Спрашивали, кстати, по топору, ребят. Топору уже 1000 лет. Дарила супруга на день рождения. Называется топор «Победит». 44 сантиметра. Есть 77, есть вроде вот такой даже поменьше. В чем, ребята, топор хорош? Во-первых, ценник. Подобие Фискарса, конечно, но Фискарс стоит, ребят, в 4 раза дороже, чем вот этот топор. Плюс, ребят, есть вот такое расширение. То бишь это топор, как топор колонны, я его называю. Точить, ребят, я его даже не затачивал ни разу. Острый до сих пор. Не знаю, сколько он у меня уже. Да до хрена. И вот нравится, что как бы защита есть, да, в рюкзак положить, куда-то повесить к рюкзаку. Вот. Литой, удобный и недорогой. Минус единственное то, что вот здесь, ребята, обух, видите, допустим, если какие-то гвозди позабивать, не получится. Можно аккуратно, но я вот пробовал, видите, порвал. А так шикарный. Есть на Озоне, на Валберессе. В общем, ищите, ребята. Ищите. Так. Найдете, в общем. Найдете. Так топор хороший. Именно для походов. И дровишки поколоть можно. И ветки порубить. Все зарастает нафиг. Ну вот, порядочек, ребятки. Люблю, знаете, с чувством, с толком, с расстановочкой вот так подходить к этому делу. Вот, чтобы грамотно было, чтобы себе приятно. Вот. Как бы если там по рыбалке никак, но зато сидишь, наслаждаешься природой, не смотришь на какие-то бутылки, бычки. Вот это терпеть ненавижу я. Даже если вот сидишь, да, куришь, ну понятно, в костер можно кинуть. А так вот банку поставь какую-нибудь, вот кидай туда. Вот это начинается, вот это. Я вот не люблю.
Честное слово, ребят, не нравится мне. Природа должна быть, она понятно, вот эти опилки там, да, щепки, но это я не считаю, что это мусор. Хотя как бы тоже, да, в глаза бросается, ну, это нормально. Просто вот если я, допустим, дровами занимаюсь, я конкретно занимаюсь в одном месте. И если я приезжаю туда еще раз, дрова я бросаю туда и там я распилываю. То бишь там как бы, да, не по всей вот территории. Тут распилили, тут накололи, тут нарубили. Ну, это безик такой. Вот. В одном месте пилишь, колешь, пускай там щепки. Потом можно все это сгребсти, даже руками, сжечь. Ладно. Палатка стоит, дровишек плюс-минус, ребят, хватит на ночь. Вот. Тут чурки еще с осени наши должны были быть, когда мы здесь закрывались. Стояли. Красота. Ну, хоть распогодилось. А то как начал кропалить. 15-25, ребят. Ну вот. Ближе к делу. Сейчас. А что тут готовить? 4 донки, ребят. Ну, больше не придумать. Ну, туда ходить, они там все в кусты и все зацепы. Только отрывать будешь. Здесь вот место подготовил. 2. Одну дальше кину, одну ближе. Обрыв сыпется, ребята. Все сыпется, сыпется. Ее расширяет, но она глубже не становится, она меньше становится. Речка-то. Все сыпется и сыпется. Вон 2 раза уже при мне упала. Береза там скоро рухнет. Одну подальше, одну покороче. Здесь вот так кину. А здесь вот кину. У меня есть один груз 250 грамм. Не знаю, будет он держать, не будет. Ну и посмотрим. Вот 4 донки, ребята. А так обычно я 10 ставлю. Ну, видите, нет возможности. Там, кстати, вообще бы хорошо сейчас закидушки пошли. Хотел взять. Думаю, блин. Там бы можно было вот так кидать их. Как раз с обрыва. Ну, блин, если налим попадется, ребят, как доставать, я не знаю. Высоко слишком, подсачник-то я не беру. Ладно. Там главное, чтобы клюнуло, а там разберемся. Давайте, ребятки, будем готовить доночки. Все дела. Так, колокольчики нам нужны. Это запаска у нас. Раз, 2, 3, 4. Сегодня по лайту, ребят, рогатульки даже готовые. Короче, сегодня, ребят, я на лайте. Так, ну что, как-то вот первую так, ребят, точечно хочу бросить. Вот так вот. Ну, подонкам, думаю, объяснять не стоит, ребят. Кому интересно, есть видео, как монтировал, как что. 2 поводочка у меня. Основная 0,7, поводки 35. Вот. Грузила самопалки. Да все, в принципе, самодельно. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3. Обматываем
Продеваем. Заряжаем колокол. Да, вот тут закидушки бы было круто. Выматываем в обратную сторону. Примерно метров 15-16, ребят. То, что я обматывал, это больше метра. Как ни крути. Ну и бросим, что, посмотрим. Тут, конечно, корневища всякие. Тут бы как раз закидушкой вот так поднимать резко и выматывать было бы круче. По червям слабенько, конечно, но на рыбалку должно хватить. Тем более 4 донки. Не так уж много. Надо будет копать. Сейчас грядки начнутся. Будет червь. С запасом, как говорится. Ну, рано. Но яма, ребят. Тут он должен стоять, по идее, налим. Какой-то должен же стоять. А так кусочки вон всякие, они все пойдут в дело, ребята. Не надо тут церемониться. Многие спрашивали, типа, как сом, ребят. Нет, повадки, да, но это не сом. Налим, ребят, это пресноводная треска. Поехали. Так, что тут у нас? Ну, падает отлично, ровненько. Все, упало. И куда ты нас понесла? Куда ты пойдешь? Да. Ребят, я даже не знаю. Тут не получится, походу. Все. Здесь, если кидать, выматывать в кусты потом. Ну, все, ребят. Даже 4 донки не получится. Я думал, встанет. Ни хрена не встала. Так она и будет гулять сейчас здесь. Зря вырубил только. Ну да. Блин, а. Ладно, ребят, 3 так 3. Давай за бровочку держись, дружище. Что-то, ребят, я лоханулся, что ли. Вроде думал, есть у меня червь.
Там штук с десяток, 15, наверное, есть. Что это ни о чем. В общем, 4 штуки получилось, ребята. Здесь не стягивает, так как там шапка, вот этот свал. И вот донка идет, и вот за этот свал грузером, ну, цепляется. Если налим будет ходить вдоль вот этой бровки, будет круто. А так тяга страшная. Ну, в общем, буду надеяться вот на ту донку, ребята, первую. А так наживки нету. Если что-то попадется, какая-нибудь ёрш, какой-нибудь мелочь, придется резать, потому что не хватит. Я еще так рано поставил, потому что сейчас еще и мелочь может какая-нибудь поклевать. 6 часов, 6-16 часов. Блин, что-то и поискать-то тут даже негде. Обрыв-то, в принципе, можно вот порубать топором. Хотя бы штук 15 еще. Надо, ребят, походную лопатку положить в сумку, чтобы она была. Ну так, на всякий случай. Где-то копать костер, где-то что-то еще. Блин, а. Это хреново. Остаться без червя, это вообще смешно. Ладно, схожу там, поищу что-нибудь, попробую. Может, что-нибудь надыбаю. Хотя бы штук десяток, 15. Если уже там как бы проверку сделаю, если что-то какие-то зацепы, буду рыбачить на одну, на две донки. Блин, а, хрень полная. Попадал я как-то так, попадал, было дело. Блин, я надеялся, что что-то думал, что у меня есть. Еще дома так посмотрел, говорю, горсть вроде как. Думаю, нормально. А сейчас что-то бам-бам, а там земля. Нет там нифига. Так, ну что, 5 час, 16:07. Налив может в 5 часов уже поклевать. В принципе. Блин, а, ребятки, хреново. Утки летают. Все, охота началась. Ни хрена, ребят, не нашел. Песок здесь. Песок. Нет червя. Блин. Печально будет, если проиграем. До деревни-то ехать далеко очень. Такое себе. Что тут канонадить ее, ребята? Непонятно. О, в зацепе. Оторвал. Оторвал. Так, начинается, ребята. Бубны с танцами. Куда-то завела. Так, надо тут что? Меньше делать. Меньше дистанцию попробовать. Туда куда-то затащила.
стало. Чуть долбило так. Клевал, что ли, кто-то. Оторвали мы, оторвали, да? Немножко смотаю сюда ближе. Так, ладно, запаска есть. Во-первых, груз поменяю. Там как раз стоял заводской, ребята, 150 грамм. Я все-таки потяжелее лью. 175. На 25 грамм будет тяжелее. Чтоб не ходила, не бродила там. Блин, и так червей нету. Обрывать сейчас хреново дело. Ладно, сейчас завяжемся. Короче, так себе, ребята. С этой бровки поднимаешь, цепляется все, блин. И мелочь пожевала червей. Пока не забрасываю. Тут связь немножко пролавливает. Позвонил в деревню корешку. Сейчас, говорит, посмотрю, говорит, червей. Если что, придется ехать, ребят, в деревню. 15 туда, 15 обратно. Ну, в принципе, до 9,9, 30-ка, и что это? Ни о чем. Час делов. Чуть больше там с остановкой. Блин, вот лох-то, а. Позаранного.
Ну что, ребятки, как говорится, а чё бы нет, да? Сгонял в деревню. В общем, не имеет 100 рублей, а имеет 100 друзей, ребят. Позвонил корешку Женьку. Женек, спасибо тебе большое. Сейчас, говорит, выйду, копанул, у него в парнике хорошие черви. В общем, я полетел. Ну что, она бежит, ребята. Лодка сама по себе ходкая. Вот. Сейчас стоит 10-й винт. 40-ку, короче, она идет, ребят. Ну, полный газ. Стоял 11-й, я пробивал 43-46. Вот. И даже в одно время ставил 12-й шаг. Короче, 50-52. Ну, особо как бы разницы нету. Ну, почему перешел обратно на 10-й? Точнее, я стоял с родной 11-й. Вот. Потом был 12-й. Вот сейчас 10-й. Потому что много, ребят, вещей таскаю. И, соответственно, как бы этот... Ну, грузовой он как бы эффективней. Да, одному с небольшими вещами на 12-м просто летаешь. Полгазика, ребята, идешь 35-36 спокойно. Расход минимальный. Красота, в общем. Ну, потом поставил 10-й, потому что грузишься, бывает вот так. Палатки, печки, раскладушки. Жена, ребенок. И там с девчонками, сами знаете, там вещей много. Ну, короче, вот 10-й нормально ходишь. Вообще красота. Доволен комплектом вообще. Что, вот лодка ПНД, ребят, Призма, компания Роджер, Кировская область. Есть, кстати, ролики, многие тоже задают вопросы. Ребят, есть много чего на канале. Вот, бывает проще снять, показать, чем потом 1000 раз говорить об этом. Вот. Зашли, посмотрели, как забирали, как обкатывали, все это есть. Доволен лодкой, вообще красота. Ну еще сейчас вот получается закатался, ну 40 минут, ребята, 30 километров туда-обратно. Вообще похрену. И есть запас. Вот что мне нравится, что есть запас. Как бы не на пределе, да, там ломишься. Понятно, что я полный газ не хожу, но вот экстренная ситуация, допустим, вот сейчас надо, да, вот что-то срочное. Вот. Ты понимаешь, что как бы сейчас ты погнал, как бы у тебя есть запас. А запас это всегда хорошо. Я даже задумал сюда прошку поставить, ребят, 9.9 Pro. Вот. Тогда будет вообще. На 9-ке, ребята, кто полтинник ходит? Да никто, ни одна ПВХ не пойдет полтинник. А здесь идешь вот так вот. Да, скорость хорошая. Ни одна калоша, ребят, полтинник не побежит у вас на 9.9, тем более на китайском моторе. Хоть какой шаг ты там не ставь. И все. Такие черви, шматок, Женек накопал. Нормально. В общем, ребят, я крайнюю переставил. Все-таки смотрите, груза как решают, да? Изначально 150 стоял, заводская. И дистанция была подальше. Ее стащила маленько. Зацепилась. Я сейчас укоротил на 2-3 метра. Поставил свой груз 175. И она вот стала прямо. И я, который кусты рубил, соответственно, туда поставил вот эту крайнюю. Потому что ну, там тяга вообще труба. В общем, сейчас в ямке стоит 2 штуки. Это хорошо. Ну, сейчас вот попробовал, ну, поднимаешь, и вот за кочки цепляются, за какие-то, вот это хреново. Так вроде стоят нормально. Ох, блин, аж замерз, блин. 18:11, ребят, начинаем рыбалочку. Красота. Красота. Да, конечно, 4 донки это ни о чем. Тем более они тут в одном месте и там в одном месте. Но это, грубо говоря, 2 донки стоит. Я люблю обхват делать. Тогда, да, можно что-то угадать. Потому что на лиме тропа, надо ее искать. Соответственно, непонятно. Ну, посмотрим, что. Будет зин. Будет нет, так что потом поделать. Как-то так оно.
Пока светло, ребят, свяжу поводки запасные, потому что я думаю, что здесь подрываемся мы. Кем быть. Пока светло, сделаю, чтобы потом мало ли ночью. Да и ужин приготовлю. Холодать начинает, чувствуется. Так, ребят, есть у меня филе курицы. Сейчас, наверное, с лучком зажарю. И гречка уже отварная. Дома пакетики варили. Что-то нахватил. Сейчас обжарю курицу с луком, со специями. А потом гречку туда просто бахнем, да и все. И будет у нас, ребят, шикарный ужин. Бомбический, так скажем. Честно, я бы налиму, ребят, пожарил. Попался бы с вечера. Я бы уже, мне кажется, поджарил бы его. Что-то прям охота жареного налима. Так, есть такое дело. Руки-то не вытер. Ладно. В тайге, говорит, каждая соринка это витаминка. Есть же у меня влажные салфетки. Что-то я тупанул, ребятки. Ладно, лучше меня простите. Лучше меня простите. Нет, руки-то сейчас я мыл. Донки-то перенасаживал. Все равно костром занимался. Руки черные. Ну, ночевка возле костра, ребята, она такая. Весь копченый, весь вареный. Тут, знаете, вот многие там костюмы. Там не буду, конечно, говорить там название, да, но вот, допустим, за 50 тысяч костюм, допустим, я бы еще подумал сейчас возле костра ночевать или нет. Вон у меня старый бушлат, ребят. Уже все манжеты поотлетали. Не жалко. Что-то в районе 5 стоит, как бы, да и хрен на него. Да и хрен на него, ребят, да? Опа. Так. Масло. Буду готовить на горелке. На костре не буду. Как бы так. Пускай она аккуратненько все, как говорится. Я уже приготовил здесь. Все. Сейчас тут более-менее выровняем. О, ребята.
О, красота, ребята. Сразу подсолим. Пока масло. И приправки такие ложу, ребят. Для рыбы, для мяса. Там сборная солянки. Приправ я люблю. О, сейчас они в масле раскроются. Курочка будет просто бэмбе. Бомбочка будет. Что-то газ ни хрена не горит. И гречку туда. Нормально будет. Вкуснятина. Угу. Вот, ребят, газовые баллоны, да, вот все сезонные, типа, написано. Ну, разные есть. Вот такого плана, такого. 365 вот это дешевые. Ну, баллонов 5 точно разных марки. Ну и как бы тут написано, типа, от минус 10 до плюс 35 градусов. Минус 10. Даже сейчас, ребята, 2 градуса тепла, плюс-минус, градуса 3. Он уже начинает замерзать. Покрывается такой изморозью. Ну, сам по себе газ сужается. И все, и не горит. Что они пишут минус 10? Какой минус 10? Да, минус 10 ты поставишь, она у тебя 2 минуты, и все, он у тебя замерз. Гореть не будет. А так, ну, заправляем, ребят, сами. Я баллоны не выбрасываю. Пустые собираю. Парнишка мне заряжает. Вот. Так что так. Ну, понятно, там до такого состояния не довожу, там, чтобы ржавый какой-то, весь кривой был. Такой более-менее еще. А какие уже такие хреновенькие, туда на выброс. Оба. Красотища, ребята. Сейчас отведаем. А ну-ка.
ребятки. Шедевр. Специи, конечно, делают красиво. А ну-ка, если так еще. Блин, нос замерз. Мужики прошли сейчас. У него там тоже аппарат. Дядьку знаю этого. В общем, лодка на водомете, ребят. Ну, жрет падла. Как не в себя. Сейчас вот я прокатился туда-обратно. Ну, я там что там, литра 3 спалил. А тут она литров 15-20, наверное. Ну, там что-то за 280 кобыл, что ли, ребят. Ну, зато похрену ему. Вообще огонь. Горячая. На природе, ребят, покушать. Возле костерка. Да с таким видом, ребята, дорогого стоит. Поблевался тут весь. Ладно, ребят, что буду ужинать. Давайте всем приятненького. Кто сейчас кушает. Будем ждать дзинь. Не знаю. Верю так-то. Но вода на пике, конечно, блин, ужасная. Тут-то полка такая, она в спуск идет. Не туда уходишь. Ну, по осени, наверное, кто-то смотрел, видел, как это место выглядит вообще в целом. Должен. В ямке должен крутиться. Будем ждать, ребят. Сейчас покушаю, перезаряжу и все. И будем сидеть ждать. Налетай. Так, ну что, ребят, контрольный. И начнем. Ну как начнем? Уже начали. Уже начали. Уже начали так-то, по идее. Все четко, блин. По идее-то. Все четенько. Давай, Никодимчик, твой выход. У меня-то все готово уже. Да, хреновые, конечно, дела. Все цепляется, блин. Все рвется. Блин, до этого вода так хорошо упала уже. Я на Весновку уехал. Собрался. Опять подъем воды ужасный. Ладно, что, посмотрим.
Ну вот уже, в принципе, и темнеет. Скоро белые ночи, ребят, начнутся. Вообще темнеть не будет. Ну, это в числах 15-20 мая. Ну, там уже белая рыба пойдет. Сейчас, знаете, вот в таком ступоре каком-то непонятном. Что ты делаешь не так? Не получается, как будто вот что-то вот. Или так вот с выездами, вот так по воде вот что-то не как-то. Первый выход 2 налимчика, 5 поклевок. Ну, в принципе, все стандартно. Второй выезд, там что-то 2 мелких. Третий выезд у меня вообще по нулям, поклевки не видел. И сейчас, знаете, вот такой вот ступор. Здесь место-то, в принципе, ну, такое на лиме. И вот тут ждешь вот этот дзен первый. Как в первый раз, короче. А вот все думаешь, вот опять мимо как будто, знаешь. Ну вот вечер, вот сейчас должен выход быть начаться. Вот он должен уже, по идее. И вот ждешь вот этот дзен. И душа вот не на месте. На лиме рыбалка, ребят, это такая штука, затягивает. Не, ну базара ноль, конечно, на лима стало гораздо меньше. Гораздо меньше. Но все же продолжаю его рыбачить. Раньше, ребят, как мы ловили, еще батя живой был, я еще школьником был. Рюкзаками мы таскали этого налима. Рюкзаками. Прошли эти времена, а теперь мгновение. Раньше поднимался Х, а теперь давление. Базара ноль. Ну ладно. Сейчас вот час-два все покажет. Если нет, то скорее всего и нет. Наконец-то, ребята, поклевочка. Есть Никодим. Дождался. Будем брать. Мимо? Мимо, ё-моё. Да ладно. Ах, блин. Что ты так, друганчик-то, а? Блин, хорошо позвенел. На какой хапал? На этот вроде хапал. Да. Ё-моё, блин, а. Так, 9 час, поклевочка. Ну, это хорошо. Девятый час, первая поклевка, ребят. Отлично. Я уже распереживался. Блин, ну что-то не засекся. Что-то не понравилось. Эх, не наш, ребята. Блин, я уже обрадовался. Так, надо фару поставить. Двадцать 48. Не знаю, может поклюет, ребят. Хрен его знает. Сижу, бдю. Сижу, бдю, ребята. Вроде нормально цвет.
Так, ребят, ну что, все рвем и рвем. Уже непонятно какой поводок оторвал. Поводочная, скорее всего, уже устала. Надо менять. Что-то больно, дюжа как-то она легко рвется. Надо поменять. Положить более надежную. Такие дела. Так, ну все, в принципе. Молоды вроде. Такое небо, ребят, красивое. Такое, знаете, дырявое какое-то. Блин, опять мимо, ребятки. Все. Мне кажется, палево. Ну да. 11:30. Рву. Цепляю. Переставляю. Перекидываю. Бесполезно. Нифига. Но поклевка одна была. Непонятно кто, но поклевка была. Ладно, до 2, как обычно, ребят, стою. Нет, отваливаюсь. Не могу, ребят, закрепиться за рыбой. Не могу. В этом году вообще никак не могу понять, что надо делать. Да. Что-то надо делать. А что, не знаю. Ну ладно, что. Мы же не за рыбой, ребят. Мы же на рыбалку приехали. Давно уже не за рыбой гоняемся. Просто на рыбалку. Блин, такой кайф, ребят. Такая красота. Не знаю.
Ага. Опа. Так. Так, это в предбанник закинем. Это мы закроемся. Вот так вот. Доброе утро. О. Ребят, доброе утро. Вот это я поспал, ребята. Время 9:30. Ну, сколько? В 2 часа там, я не помню уже, во сколько я вырубился. Ну, залез в палатку. Выключился махом сразу, моментально. Ну вот, считайте. Полноценный, ребята, здоровый сон. Как давно я его хотел, как давно мне не хватало. В общем, ребят, эта палатка реально для сна. Тем более вот с этим спальником большим, она как-то, знаете, соединилась. Ну, спальник прям на всю эту ширину палатки. И я туда залез, укрылся. И все, ребят, надышал, и все, тепло пошло, и, короче, вообще кайф. Ну, к утру, да, было прохладно, ноги мерзли. Потому что снял, как бы, носки. Ну, там спальник большой, и как бы не упирались ноги в спальник, а как бы там бороздили, и, в общем, ногу сместишь, там холодно. Ну, потом вот к утру вообще хорошо стало. Ребят, я так давно не спал. Вот так прям просто. Какие-то сны снятся. Что-то движуха, птицы. 2 мотора прошло. Ну а потом, слышу, по палатке начал моросить дождь. Я же вам сказал, что сегодня с 10 утра будет до 7 вечера. Целый день дождь. Блин, я вскакиваю, ё-моё. Даже не то, что как бы вот там рыбалка, не рыбалка, просто неохота было мочить. Быстро собрал палатку, собрал аппаратуру в гермосумке, чтобы, ну, потом не просушивать ничего, а сами там нормально, не замерзнут, как говорится, не сахарная. Ну все, в принципе, я завтракать даже, ребят, не буду, на хода.
Пойдем на хода. Собираем донки и валим отсюда. Не знаю, что там, наверное, все в зацепах. Наверное, все в зацепах, ребята. Ну, вчера сколько смог, простоял поклевок. Ну, вот одна поклевка была и все. Нифига, ребят, не получается, пока весна, что-то не удается мне. Обычно 2-3 штучки все равно полавливаешь, но небольшие, ну как бы ни было. На жарежку привозишь, а тут самому просто интересно. Ну и вот мужики тоже жалуются, живут, сети ставят, вообще рыба, говорит, не идет. Но походу ее и нету, ребят, уже, просто нету. Ладно, проверяем доночки, что тут у нас. Может, что какой висит. Да, навряд ли, хотя. И достал мужик невод из пучины морской. Влажные салфетки, ребят. Кто придумал влажные салфетки, просто респект. Посуду мою, сам моюсь. Ну, все протерло. Все чистенько, как надо. Вон сколько грязи. Все, красота. Жир, сладкие капли от чая. Все. Чагири, чагири, сердце забери, горы запоют, когда рядом ты. Опа. Лодки тоже прибраться пора уже. Коврик помыть. Ладно, погода будет потом. На днях, ребят, выйдет на Авито объявление. Продаю лодку, снегоход, палатки, печки, раскладушки. Завязываю с рыбалкой. Пока не можем закрепиться, ребят. Никак. Я знаю, что не хватает. Юрьевны не хватает, ребят. Кто знает, я с Юрьевной всегда ловлю. И трофеев ловлю, и как на дурака приедем вроде отдыхать с ней. А донки звенят, жерлицы работают. Так что вот так, ребят. Нету Юрьевны у меня с собой, вот и не фартит. Вода топит, ребят, с берегов вышла. Ладно, надо валить, ребят, сейчас как зарядит дождь. Неохота мокнуть. Все, попылил. Мусор собрал, что, все, в принципе, порядочек там. Ну, как-то так. Отчет очередной, ребят.